48 дней Гагарский район был под контролем войск Госсовета Грузии. Гагарская операция под кодовым названием «Буря» началась 1 октября в 14:30 огнем из нескольких орудий. Первый бой завязался у Колхидской сельской библиотеки, где засели грузинские гвардейцы. В начале Гагарской наступательной операции у абхазской стороны было минимум вооружения. Для сравнения, 570 человек были вооружены стрелковым автоматическим оружием, у остальных же были лишь охотничьи ружья. Из боевой техники абхазские формирования располагали лишь 2 танками Т-55 и 2 минометами. И все. Зато враг был вооружен до зубов. Под ружьем с грузинской стороны находилось свыше 4000 человек. Их поддерживали свыше 40 единиц бронетехники, десятки артиллерийских орудий, минометов. Позиции абхазов все время атаковывались с воздуха. В городе были разрушения и жертвы среди мирного населения. В ходе наступательной операции шла упорная борьба за господствующие над городом высотами, особенно за овладение горой Мамзычха. А это записи из оперативных сводок штаба обороны Народного ополчения Абхазии. 5 октября в 17:50 силы Народного ополчения вошли с боями в труднейший скальный участок со множеством заминированных мостов и участков дороги и вышли к Холодной речке. После перегруппировки в 6 часов вечера был прорван заслон противника, а на Цандрипском спуске после очередной атаки его сопротивление было полностью сломлено. Противник, бросив танки, боеприпасы и вооружение, бежал кто куда, кто в горы, кто до российско-абхазской границы. Бандиты, которые пришли в Абхазию, мы всех прогоним отсюда. Ни один абхазец и все наши братья, которые пришли сюда, воевать за нашу землю, до последней капли крови будет воевать. Так что пускай они знают, что мы никогда не сдадимся на нашей земле. Обстановка нормальная, взяли Гагрича, сейчас возьмем. Уже прошли. 6 октября в 6 часов 40 минут флаг Республики Абхазия взвился на абхазо-российской границе по реке Псоу. Находимся на посту Псоу на южной границе России с Абхазией. Шум боя был слышен вчера вечером. К ночи сильно усилился. Стали выходить представители грузинской гвардии, выходили ополченцы. В конце концов, на 8 часов утра вышло около 200 человек. С абхазской стороны на Гагарском фронте погибли 108 человек, из них 15 добровольцев. Но и у врага были серьезные потери. Абхазской стороной было захвачено 35 единиц боевой техники, десятки артиллерийских орудий, минометов, большое количество боеприпасов. Были разгромлены в том числе подразделением Хидриони и Тетри Арциви. После Гагарской операции началось формирование регулярной армии Абхазии, а также Министерства обороны и Генерального штаба. Дорога жизни, по которой со стороны России доставлялся гуманитарный груз, была открыта. Это был первый большой успех абхазской армии. После Гагарского прорыва народ понял, что враг не так страшен, что наша армия может вести наступательные действия и обязательно дойдет до Ингура. Елена Лолуа, Абхазское телевидение.